И мы, короче, все такие потные, там на друг друга машем. Даже я все понимаю иногда слишком близко к сердцу. Без бейджика ты просто не можешь работать и куда-либо ходить. Я такая... Просто тренер орет, а я ее пытаюсь успокоить. Я очень рандомную дату поставила, меня даже не проверили. Давайте быстро работать. Ну, естественно, Дети Азии это пока самое масштабное. Всем привет, меня зовут Марина, и сегодня у нас в гостях волонтеры Дети Азии Дарья и Алексей. Начнем с первого вопроса. Расскажите о себе. Ну, я являюсь активистом нашей школы, председателем «Алые паруса». И я участвовал на Дети Азии волонтером размещения. Вообще смешная там история приключилась, то, что вообще я выбирал направление выдачи экипировки. В итоге спустя день мне говорят, что несовершеннолетним туда нельзя, так как работа сутками. Хотя половина это несовершеннолетние, их оставили. И меня переместили в транспорт. И потом я в транспорте был 2 дня, и потом мне просто менеджер Семен такой пишет: ты теперь размещение. То есть нам говорили то, что направление выбирают сами волонтеры, и мы не настаиваем на выборе. А меня просто перед фактом поставили, то, что я теперь в размещении, и завтра идти в 8 утра на медосмотр. Ну, это у многих случалось. Сутками, кстати, смешно, типа утки, ну, сутками работаем. Всем привет. Меня зовут Даша, я состою в детском общественном совете, являюсь президентом творческого направления, также заместитель в «Алых парусах» Лёши, перешла в 11 класс, страшно. Еще также являюсь киберволонтером, там театральный, вокал и ла-ла-ла. Я была атташе РФ на Дети Азии. Что вас привело к волонтерству Дети Азии? Ну, я все же подумал, что такой момент нельзя упускать, что игры Дети Азии у нас в Якутске проводятся раз в 8 лет, и это огромная возможность, пока я свободен после 10 класса, поучаствовать в чем-то масштабном. Вообще, это был папа. Он всегда является на Дети Азии организатором. И такой: да давай, я тебя проведу, если что, да, по связям давай. Я такой, ну ладно. Ну, я не знала, кем быть, я вижу слово «атташе», оно было таким, незнакомым, я думала, это по-русски вообще. Мне потом подруга такая: да, давай атташе будем вместе. В итоге у меня был Казахстан, а мне Сибирь. Ну, было классно. Сейчас такой вот вопрос будет, на который вы, скорее всего, сейчас ответили. Почему вы пошли именно на ваше направление? Что там делают и понравилось ли вам? Ну, как я рассказывал раньше, меня просто в мое направление запихали. А именно первая выдача экипировки я, наверное, выбрал из-за того, что просто с экипировкой работать. Вот, допустим, на мне вот сейчас Олимпийка есть, которая расписана всеми волонтерами, как можно посмотреть воспоминания. Просто было интересно, выбрал какое-то легкое направление, в итоге меня там распихали. Но я не жалею, что меня в размещение перенаправили, так как, там было очень интересно. Очень активные, добрые ребята, с которыми я все еще общаюсь. Вот недавно приехал с Урасамова, и там мы просто играли в настолки. Вот так. Я была атташе РФ, получается. Есть атташе, я не помню, как называется, за границей, и вот Russian. У меня с английским не очень все хорошо, поэтому у меня была РФ. Я туда захотела пойти, потому что, во-первых, мне предложила подруга, а во-вторых, потому что, это интересно, то есть знакомишься с новыми людьми, это так классно, мило. Моя цель была, задача, получается, просто сопровождать людей, то есть, чтобы они без меня нигде не ходили, хотя они ходили без меня, но это они. Но я пыталась с ними быть. Что вам больше всего запомнилось в волонтерстве? Мне больше понравилось каждый день какие-то вечеринки, интерактивы. У нас как-то вечер кино был, там выступала под конец Умсура. Был смешной момент, что там была жара,
И так как все волонтеры в основном работают на каких-то объектах, либо же на улице, всем было жарко, и все хотели где-то посидеть под кондиционером. Там просто типа написали в сообщении: ожидает вас долгожданный кондиционер. И мы просто видим какой-то маленький вот такой кондиционер на большой актовый зал РЛИ. И мы, короче, все такие потные, там на друг друга машем и смотрим фильм. И вместо обещанных 3 фильмов из-за задержки мы посмотрели только 1. Но он очень интересный был, но, правда, уже под конец нас очень мало было. А так, всякие интерактивы, закрытия и открытия очень были интересны. Ну, я соглашусь с Лешей, но фильм мне не понравился, кстати. Я там орала за компанию, вообще скучно было, ну там типа ужастики. А так, мне больше всего момент запомнился, как моя команда мне на день рождения 2000 подарила. Ну так тоже вот дискотеки устраивали иногда по вечерам. Мне нравился, там познакомилась с Индией, Сирия, ну и там дальше СФО, Сибирь, москвичи, белорусы. Девчонки такие высокие, кошмар, я вот так на них смотрела. Ну, вот больше всего запомнились, наверное, ну, вечера классные. Ну и когда моя команда выиграла, естественно. Ну, я бы сказал то, что работать сутками без сна. Ну, реально, когда работаешь волонтером, ты вообще забываешь про усталость, сон и так далее. Работаешь просто на эффективном уровне. Я помню, как у нас тимлидеры вообще не спали несколько дней, постоянно были в сети. Я просто иногда просыпаюсь ночью и просто вижу 100 сообщений в группе размещения, ну, маленькой подгруппы от тимлидеров, и они вообще не спят. И, наверное, это такой опыт дало эффективной работы. Ну да, по поводу тимлидеров вообще мне очень жалко было всегда. Опыт работы, ну это было для меня как снова вожатой. Ну я люблю просто работать вожатой. И ну, это было чем-то похоже. Ну, то есть, ну это дало пунктуальность, приходить всегда вовремя. Они в 8 утра идут завтракать очень рано. Коммуникабельность, там, умение работать в команде, ну, вот это вот всякое базовое, что очень многим людям надо. Ну и просто весело. Ну, занимались ли вы волонтерством раньше? Я, да, занимался. У меня есть также часы на Добру.ру, и я участвовал на нескольких мероприятиях волонтером. Так что опыт имелся, но на таких масштабных мероприятиях, конечно, в первый раз был. А у меня больше часов. Ну да, я тоже была волонтером, стала раньше, чем Леша. Алексей. Вот. Ну, во-первых, я являюсь киберволонтером, это уже волонтерство. Ну, также вот от детского совета где-то я волонтер, от, ну, киберов и других каких-то объединений. Ну, там, так. Ну, естественно, Дети Азии это пока самое масштабное. Подходит ли волонтерство всем? Я считаю, что волонтерство, конечно, не всем подходит. Особенно, вот как я говорил раньше, то, что работа сутками, без отдыха почти. У нас некоторые выматывались и брали на несколько дней выходные. Поэтому я думаю, что волонтерство не для всех. Но смотря все же, какие мероприятия. Ну, это да, это, ну, в первую очередь надо иметь выносливость. А также это большая ответственность. То есть ты можешь стать волонтером. Очень много было таких людей, которые, ну, их выбрали в итоге, что они будут волонтером, а потом они просто ушли. То есть, ну, это было неответственно, некрасиво, и у нас потом паника была. Из-за этого несколько волонтеров брали, ну, больше, чем надо на себя делать. То есть 2 команды брали, они и там волонтеры. Ну и также это не подходит для тех, кто очень замкнут в себе, естественно. Им, ну, это будет им очень сложно даваться. Общаться с людьми там все-таки надо. Так, с каким типом людей волонтер хотелось бы иметь дело в совместной работе? Ну, в основном все же с доброжелательным типом, потому что волонтеры всегда должны быть добрые. В нашем случае размещения мы всегда контактируем со спортсменами, и мы должны их всегда встречать красивыми, встречать их всегда с улыбкой, помогать. И я считаю, что как-то ходить там угрюмым и так далее, это вообще не подходит как-то волонтерам. Ну, вообще соглашусь с Алексеем. Но вообще всегда желательно быть добрым. Если ты волонтер, ты должен быть вообще улыбка, оп, добрым, активным, готовым всегда помочь. Потому что, ну, это суть волонтера, мне кажется. Поэтому вот. Есть такой вот вопрос. Что вам больше всего не понравилось в волонтерстве?
Ну, в моем случае я вспомню первый день, потому что у нас команда Саха заселялась под человек, ну, там пару сотен было, и они заселялись, типа, партиями, там, по человек 40. Нас хоть было и много волонтеров, но самое ужасное было, что лифт сломался, и приходилось просто вот так чемоданы тащить на 9-й этаж, бегать. И именно бегать, потому что ты должен сопроводить до комнаты спортсменов, а потом бежать быстро вниз, сопровождать других. И иногда приходилось даже брать 3 чемодана. Самое смешное было, что там у этого чемодана была широкая ручка, и я, короче, на голову так одел и тащил сразу 3 чемодана до 9-го этажа. Ну, это сильно. сильно. Это кошмар. Не, у меня, ну, наверное, с командой связано, потому что, ну, я повторюсь, я должна была их постоянно сопровождать. Они меня, первые 2 дня они вообще мне не отписывались, куда они идут. То есть, типа, они говорят, ну, мы в парке, они сами пошли пешком в парк. Они в чужом городе могут потеряться, и если что-то случится, естественно, буду виновата я. Мне это очень не нравилось. Ну, потом я через детей начала общаться, ну, там тоже так все, конечно, выходила, они там в KFC пешком пойдут, как-то раз пошли пешком до Азии, до этого кинотеатра, я вообще в шоке, я такая, что, я дома сижу уже 10 часов вечера, я вообще в шоке была. Ну, я их просила, когда они подарили мне деньги. Не, на самом деле хорошие ребята, но меня очень, конечно, этот момент не устраивал. И еще на дискотеках, ну, бывали конкурсы какие-то, и не допускали волонтеров. То есть мы тоже дети, нам нельзя было поучаствовать. Это очень обидно, я хотела призы выиграть. Да, я вот добавил то, что вот у нас во дворе общежития 7 и 8 постоянно были каждый вечер там какие-то конкурсы. И я вот как-то тоже, меня ведущий главный, типа, на меня показывает, я такой думаю, он на меня нет, он говорит, волонтер, мальчик в очках, и на меня показывает так долго, говорит, иди сюда, я такой... Думал минут 10, он про меня или нет, но он меня так долго звал, и мне просто подходят и говорят, типа, не соглашайся, потому что волонтерам нельзя в таком участвовать, так как призы все же для спортсменов. Но я все же думаю, что это, в принципе, разумно, все же мы как их встречаем как гости, и все призы все же им в основном. Ну, это как бы да, но на самом деле я хотела в свой день рождения очень получить приз. У меня там день не удался, к сожалению. Я была расстроена, думала, сейчас приз выиграю, там еще, там это было, как называется, когда там танцы против, Баттл? Баттл, вот, я очень хотела поучаствовать, я же еще в прошлом на хип-хоп ходила. О. Вот, а потом такие меня вообще не выбирают, я такая, идите, я обиделась. Ну вот. Советы начинающим волонтерам. Ну, я бы дал совет, то, что не расстраиваться при ошибках, так как ошибки только дают опыт, и со временем вы сможете выбираться даже из самых тревожных ситуаций, потому что у нас были моментами как и тяжелые ситуации, так и смешные, но мы понимали, что это лишь опыт, и со временем мы сможем совсем, ну, решать все быстрее, эффективнее. Ну, я бы сказала, во-первых, не принимать все близко к сердцу, потому что потом в конце случается, получается, собрание происходит, планерка, и вам там могут сказать ваши ошибки. Ну, честно, даже я все принимаю иногда слишком близко к сердцу. Например, на мероприятии, я забыла, как называлось, ну ладно, там, ну, я была, ну как, типа вожатая, ну, станцию проводила. И мне вечером говорят, ну, ты так себе даже был. Нам большинству сказали, что так себе были, как будто не зажигали. Наша задача же была зажигать ребят. И я очень расстроилась тогда. Ну, на самом деле не надо. Это значит, что просто надо идти дальше. Не стоит, повторюсь, принимать близко к сердцу. Ну, естественно, совершенствовать себя, не оставаться на одном месте. Потому что если вы не будете развиваться, то, ну, как-то, я не знаю, все ваши ошибки, совершенные ранее, будут повторяться снова и снова. Ну, естественно, всегда быть на веселе, скажем так, не расстраиваться, ну, и знать, что все будет хорошо. Вот. Еще. Если вы учитесь, то есть, как бы, конечно, вы выбираете волонтерство, но не забывайте про учебу, потому что учеба это очень важно. К сожалению, я в какой-то момент забыла, и потом было очень сложно выбраться из долгов, двоек, там, троек. К счастью, хорошо закончила год, но все же так делать не стоит. Учеба тоже надо. Учеба на первом месте. Да. Все знаете. Да. Как стать волонтером, волонтером Дети Азии. Ты первый, да, ты?
Ну, наверное, волонтерить проще всего через площадку Добро.ру, но в основном все же, чтобы быть как-то волонтером, все-таки нужно быть активистом. Вот, допустим, я сам подавал на Дети Азии вот, через Добро.ру, потом проходил собеседование, потом медосмотр. Ну, Марокко была, конечно, с документами, особенно когда там 3 копии по 10 листов, все подписываешь, все документы, договора и так далее. Ну, муторно было, но я не жалею, что пошел на Дети Азии. Ну, как, кстати, волонтер, ну, то есть записаться на какое-то мероприятие, я Добро.ру вообще не пользуюсь. Чисто часы туда мне кидают, которые, кстати говоря, мне, к сожалению, не пригодятся. Ну, ладно, почти 200 часов набрала. А вообще, ну просто меня зовут, там собирают команду, типа вот, там будете участвовать, такие, да, ну то есть надо стать каких-то, я забыла слово, ну хорошо, объединениях, вот. ДОС, то же самое, Алые паруса, иногда, ну, мы еще волонтерские часы не даем, ну просто волонтер можно. Нет, у нас школа дает уже А, часы. уже дают? Круто. Заработаю еще. Вот, а на Дети Азии, ну, там через Добро.ру было, там было очень легко пройти, не взяли только, мало очень каких людей не взяли, и то потому что, кажется, не пришли вообще. Самый Марокко, повторюсь, как Алексей сказал, была с документами, потому что там 10 листов в одном файле, и там таких 3 документа, а там что-то неправильно, там где-то за отца подписать надо, ну или за маму, за родителя, а где-то за себя, очень сложно было. По поводу медосмотра я не проходила, и вот это надо было делать. Нам еще, по идее, был смешной случай, что там была неразбериха из-за того, что там, типа, Роспотребнадзор говорит одно, там дирекция, типа, вот так работают. В итоге их вся совместная работа смешалась, и нам в один день говорят, что нам нужно от дизентерии получить прививку, потом в другой день говорят, что не надо. В итоге мы узнали, что это только ставят волонтерам питание. Некоторые получили прививку дизентерии. Я там получал одну прививку из-за того, что у меня чего-то там не хватало. Ну, из-за того, что все же мы контактируем со спортсменами, а так прям такого не было, каких-то случаев. У меня вообще не было. Нет, там, короче, там надо было сказать, когда вы поставили прививку от кори, а я не знаю, когда я ее сделала. Я знаю, что она есть, но я не знаю, когда. Я очень рандомную дату поставила, меня даже не проверили. Так что в этом плане я врунишка. Но я знаю, что я делала, просто дату не помню. Поэтому вот. Я бы, наверное, хотел вспомнить одну смешную историю с бейджиком. Вот всем, получается, выдавали вот бейджики, да? И чтобы получить форму, вот, нужно было получить бейджик сначала. И чтобы куда-то пройти, опять же, бейджик нужен. То есть без бейджика ты просто не можешь работать и куда-либо ходить. А я, получается, документы все успешно отдал, а они ищут минут 10 и понимают, что моего бейджика нету. Ищут в потерянных и просто в итоге не находят и говорят приходить на следующий день. И мне утром мой друг, заместитель, получается, Ассамблеи юных якутян, говорит то, что, ну, мой бейджик есть просто в коробке потерянных вещей. И типа передай там своим людям типа на дирекции, там подойди, скажи там в коробке потерянный. И в итоге я подхожу, говорю, а они в итоге, оказывается, эти потерянные все бейджики взяли и смешали. Потом мне говорят, из-за того, что у нас в этот день обучение было, мне говорят, подойди к вечеру, может быть, найдем. В итоге я пишу своему этому другу, и он просто спустя 5 минут находит мой бейджик где-то под столом, то ли под шкафом, и в итоге говорит то, что, скорее всего, мой бейджик бы и не нашли. Какой кошмар. Тебе повезло, что у тебя была Фоня. У меня история тоже одна была. В общем, первый день, когда приехала моя команда, и, ну, то есть им надо было поехать на тренировку. Я смотрю по файлам, и вроде у них тренировка в Триумфе. Тренировка в Триумфе проходит. Думаю, ну хорошо, мы поедем в Триумф, в чем проблема? Ну, приехали, не позанимались, там что-то было неудобно почему-то, ну, думаю, ладно. Все. Оказывается, а на следующий день я узнаю, что у них не там тренировки проходят. А нет, не в Триумфе, а в Дахсуне. Они должны были в Триумфе, а их повела в Дахсун вообще. Типа, Триумф у нас напротив находится, а Дахсун далеко же от общежитий. И они на следующий день такие, а ты куда нас водила вчера? Я такая, ну, там в файле было написано. В Дахсуне у них уже сами эти были. Как это называется, я забыла. Ну, они к чему же готовились?
Я забыла слово. Ну, как игру «Дети Азии». Да, ну я забыла просто. Блин, ладно, конкурс мы назовем. Нет, я вспомню. Вспомнишь? Я не знаю. Я забыла Я на слово. объектах вообще не был. Тут не объект, ну, типа, это же соревнование, во! Капец, я забываю. Все погода ваша, якутская, моя тоже. Вот, то есть, ну, я просто не туда повела. Ну, вот. Ну, да, но я это еще не сразу поняла, кстати. Я это поняла спустя 2 дня только. Типа, они мне сказали, и я такая... Угу. Вот. И еще когда мы поехали на открытие Дети Азии, я постоянно говорила, что это закрытие, я путалась. Может, потому что я хотела уже закрытие, я не знаю. И там мы стояли, ждали автобус, ну, это неприятная ситуация. И на меня мой представитель моей команды наорал, почему, типа, мы не садимся в автобус, хотя это вообще занимались волонтеры транспорта. То есть я не могла пойти в наглую сесть. Вот. А еще я его называла Нагиевым, потому что, ну, что вы знаете, если его обсудить, и он рядом пройдет, он не понял. Ну, что он лысый тоже был. Как-то так. Я, если бы вспомнил такие, типа, ситуации смешные и хорошие, наверное, вспомнил бы, типа, наш коллектив. Потому что у нас, как говорили, мы напоминаем, типа, как какой-то детский лагерь вместе с вожатыми, то есть нашими тимлидерами. И мы как-то раз, я у своего тимлидера, которого зовут Авиан, или Авиан, я все еще правильно его имя не могу сказать, правильное ударение. И я его просто спросил как-то короткое имя, можно ли вас называть Авик? И он сказал нет, но я его дальше называл Авиком. И в итоге как-то все переросло, что мы наших тимлидеров начали звать типа родителями, типа папа Авик, мама Вадлена, мама Вика, мама Айта. В итоге мы даже как-то, когда были на закрытии, просто сфоткали телефоны, где у нас по-разному Авик типа написан. У меня, допустим, папа Авик, у кого-то слитно папа Авик, крестный отец, какой-то левый батя. И так просто, мне кажется, если открыть GetContact и посмотреть у него просто имена, у него очень много что-то про родительское выйдет. И вот с теплотой на душе такое вспоминаю. Но у нас хороший коллектив был в размещении. Я вот смотрел на другие направления, и не у всех такое прям сплочение было. Но у нас была именно сплоченность не в самом прям направлении, все же направлении 100 людей, как-то не пообщаешься со всеми. У нас были мини-подгруппы, там земля, вода, огонь, ну как стихи в «Аватаре». И такой был смешной момент, что я был в 2 стихиях одновременно, так как у нас группа называлась «Мини-группа Да». Я такой думаю, что за мини-группа, типа просто для общения. И в итоге там говорят у нас волонтеры, когда мы общались, про какие-то группы, типа огонь, вода и так далее. И в итоге я попросил другого тимлидера добавить меня в группу земли, вот у Вадлены. И в итоге случайно оказалось, что мини-группа «Да» — это группа огня. И ее только потом переименовали в «Огонюшки». Ну, вот так. В итоге я работал на 2 общаги, в 2 смены, и еще и брал дополнительные часы работы. Ну, зато весело. Ну да, 15 часов смены. Не, и вообще вот атташе, они должны были... Вот они 24/7. Мне это не нравилось. И вот такого у нас сплочения, к сожалению, в коллективе не было. Ну, потому что мы все со своими командами, когда нам вместе тусить. У нас был очень хороший тимлидер, Михаил, очень его люблю. Всегда в сети, на все глупые вопросы ответит. Я буквально могла задать, где центр? Скажи мне, где центр? А потом он ушел какое-то время из-за работы другой. И там появился другой тимлидер, я не помню, как его звали. Ну, не будем говорить. И она мне очень не понравилась, потому что она не отвечает. И когда я задаю глупый вопрос, она говорит, типа, самой посмотреть. Она вам это говорили давным-давно. Ну, то есть очень так зло отвечала, скажем. А может, и вообще не говорили. Ну, короче, может, она, мне кажется, сама не знала, и поэтому на меня вот так вот отвечала. А вообще, я сейчас просто... Ну, мы с атташе больше, естественно, сплоченнее были со своими командами. Ну, почти все хорошо в своих командах отзывались. Я своей команде даже подарила браслетики, сама сделала. И, короче, у меня папа есть. Я к нему на работу пришла, сделала так, ну, чуть поменьше, но значок такой. Там было написано «Таптал», это по-якутски «Любовь», значит, «Дети Азии», 24, Республика Саха-Якутия. Вот, детям очень понравилось, тренерам всем тоже понравилось, кроме одного, потому что он очень был злой, что я детей подняла ночью и подарила ему это все дело.
Он их за уши оттаскал, а я ушла. Вот. А еще нам отношения нельзя было. Вообще волонтерам нельзя было заходить в общежитие, кроме волонтеров размещения. Ну да, только потом Ну, мы мы- рассказали, что на первом этаже можете А сидеть в я комнате вообще отдыха. потом, а я везде потом сидела. Я и к своим забиралась на 3-й этаж. Ну, это последний день уже, думаю, боже, остался один день, что мне сделают? Ну, я все равно немножко боялась, но я ходила, потому что, ну, блин, это последний день, я должна со своими детьми быть постоянно. И у меня еще такой момент был, девочки вообще не общались с парнями. Ну, по 15 лет, 14, это когда знаешь, типа, фу, я не буду с ним за ручку держаться. Вот они так же себя вели. И я такая, вы когда на ужин? В 6:20. Вы когда на ужин? В 6:50. С кем мне идти? Сейчас еще очень с одним боксером все еще общаюсь. Я не говорю, кажется, у меня боксера. А может, говорила. Не Герц, нет. Это знакомый общий. Ну, мальчик своей моей команды, он с Омска, он обещал мне подарок прислать. Он уже 1,5 месяца не присылает. Ну, я верю, что он пришлет. Не месяц, меньше месяца, какие 1,5. Да, Для меня дети Азии уже тогда, еще в прошлом году как будто были. Они очень быстро прилетели. Я рада, что они закончились. Повторила ли бы я? Сложно сказать. Там много хорошего, много плохого. Но я, если бы не пошла на Дети Азии, то уже в другом направлении, потому что хочется попробовать себя в другом. Хорошо. Наверное, если дать какой-то совет, то я бы сказал не смотреть на людей как-то поверхностно. Мы, допустим, нашего одного тимлидера, вот, ну, как Даша говорила, то, что есть, ну, как бы и хорошие тимлидеры, которые отвечают на даже всякую мелочь, но есть и плохие. И у нас было такое то, что у нас в беседе Авик, ну, постоянно что-то там писал, то, что, ну, что вы там не работаете и так далее, давайте быстро работать, все по общежитию и так далее. Ну, мы думали, он какой-то страшный. В итоге, когда мы под конец с ним разговорились, там на столке играли, в итоге оказалось, что он в душе вообще совсем другой человек. И то, что это просто в общении как-то в WhatsApp, он как-то агрессивно так пишет. Ну, вот когда у нас, получается, среди волонтеров был волейбольный матч, и когда мы болели, было смешно, потому что мы были черлидершами. У нас даже на лицах типа блески были буквы нашей команды, то есть буква Л, Легион. И там просто наши тимлидеры потом брали эти помпончики, мы из мусорных пакетов их сделали. И там просто Авиан там просто вообще поддерживал с другими тимлидерами, там типа Легион. Вообще, мы тогда в таком шоке были хорошем. В хорошем шоке. Милота. Нет, я не скажу, что есть плохие тимлидеры, но мне просто не понравилось, что она вообще не писала слов совсем. Только когда наругать нас надо было, тогда она напишет. А так нет. Это мы умеем. Не, может, она просто хорошая, просто устала, я не знаю. Ну, может, хорошая. Не знаю. Не успела с ней пообщаться. Только, нет, скажу про Михаила. Я когда его в первый раз увидела, я подумала, фу. Ну что, я подумала, он будет каким-то по типу, ты что, сломала весь мир? Ничего страшного. Он очень добреньким казался. Я думала, ну ты не сможешь, ну ты куда пошел-то, мальчик? А в итоге он, ну, когда надо, наругает, когда надо, похвалит. Я не знаю, хвалил ли он меня, не знаю, может быть, один раз было, я надеюсь на это. Я такой случай вспомнила. Короче, я поехала встречать одну девочку, не из моей команды, но меня просто попросили в аэропорту встретить. Вот проходит там уже Индия, Сирия, Таиланд, там Москва, жестко проходят все, и я не вижу СФО. Вот одна девочка у меня была, все, мне только одну девочку встретить. И я понимаю, что ее нет, нигде. Я подхожу, говорю, здравствуйте, я ее не нашла. А у нас ни номера ее, ничего нету. Она даже не из моей команды, я повторюсь. И мне говорят, иди на улице ищи. Я решила посла. Сказать на улице, там одна Индия осталась. Я думаю, ну блин, нету. Армения там еще где-то. Армении багаж вообще потеряли. Жалко их. Вот. Я возвращаюсь, говорю, нету нигде. Потом, я должна была с Москвы поехать вместе сюда, как раз в 31-ю школу, ну, чтобы зарегистрироваться. И мы с атташе Москвы ходим по всему аэропорту и ищем с нами уже полицейские, там все на свете. А потом оказывается, что она на рейс опоздала. Вот, больше я не ездила в аэропорт из-за этого случая. Вот такие пирожки. Ну, я бы, наверное, случай один смешной бы вспомнил, то, что, как я говорил, то, что мы таскали чемоданы, но если что скажу, это в наши обязанности не входило, мы просто помогали, так как понимали, что спортсмены все же после перелетов долгих
И нас всегда смешило, что у нас, допустим, какие-нибудь маленькие там девочки лет там 7-10 вообще никогда нам чемоданы не отдавали. То есть у них чемоданы больше, чем они сами, и примерно такого же веса, но они сами их тащат там на самые высокие этажи, и мы даже уже настаиваем, типа, давайте возьмем чемоданы, поможем. Они не отдают. А там, допустим, волейболистки, баскетболистки, которые выше нас в разы, мы вот так смотрим, вам помочь с багажом? А у нас девочки, типа, ну, как и мы там, по сравнению там с такими спортсменами, такие метр с кепкой, и они тоже такие говорят, а вам помочь с багажом? И вот типа такие люди, но в целом все же мы всегда настаивали на багаже, и вот они всегда охотно отдавали все же, ну, у них в основном все же рейсы были долгие, поэтому был смешной случай, то что я просто взял у девочек, получается, волейболисток, чемоданы, и тренер просто орет на них, что типа зачем вон мальчика напрягаете, сами что ли не можете? Я такой говорю, не, мне не сложно. В итоге там просто тренер орет, а я ее пытаюсь успокоить, говорю, что мне не сложно. Просто я из-за того, что туда-сюда бегал, я такой вспотел, но я не устал, конечно. Но вспоминаю такую ситуацию с улыбкой. Но мне было жалко тогда спортсмена, потому что она на них очень сильно орала. Нет, ну 7-летних девочек я понимаю. Я была такой же вообще-то. Ты сейчас меня оскорбил? Ну, то есть в 7 лет тебе хочется казаться таким взрослым, типа я сама 10-килограммовую сумку буду таскать. Уйди отсюда. Я такой же была, так что не надо. Обижусь потом. На этом мы заканчиваем. Очень круто. Ой. Всем пока!